Википедия – один из самых популярных ресурсов в интернете, который входит в десятку самых посещаемых сайтов в мире. Официально Википедия – это народный интернет-справочник, в котором нет места политическим пристрастиям, идеологическим предпочтениям и цензуре. Однако, так ли это на самом деле? Попробуем в этом разобраться на примере ее русскоязычного раздела, занимающего 7-е место по числу статей среди всех сегментов этой энциклопедии. Сейчас русскоязычная Википедия контролируется группой администраторов, большая часть которых исповедует либерально-русофобские взгляды и целенаправленно искажает и уничтожает информацию, связанную с Россией и ее успехами, и поддерживает публикацию заведомо ложных и провокационных материалов. Вот лишь несколько характерных примеров. Так, в русскоязычной Википедии была размещена статья «Хронология крупнейших проектов в российской экономике», однако ее удалили, вопреки мнению большинства пользователей. По мнению русскоязычных администраторов, на ресурсе нет места успехам нашей страны. Аналогичная история случилась с сайтом «Сделано у нас», рассказывающим о достижениях российской экономики. Статья в Википедии, посвященная этому проекту, была очень быстро удалена с такой формулировкой: «Пропагандистский сайт, значимость не доказана». Целый год ее пытались восстановить. Но админы, противники статьи, огласили свой вердикт: кремлевская платная агитка, льющая пропаганду в мозги населению. В конечном итоге статью вернули. Когда возмутились даже американские модераторы Википедии, выставление на удаление явно вандально и политически мотивировано. Еще один пример. На страницах статьи, посвященной беспризорности, можно узнать, что в России от 3 до 5 миллионов оставшихся без родительского надзора детей. На первый взгляд цифры чудовищные. Однако уже первая попытка обратиться к официальной статистике дает совершенно иные данные. Статья посвящена беспризорникам, которых в реальности в России не более 5000. Но администраторы сознательно добавили туда данные по сиротам, чтобы получить нужные цифры и нужный эффект. А вот как описывает Википедия одного из самых кровавых чеченских боевиков – Руслана Гилаева, на совести которого десятки погубленных жизней. Сильный, ловкий, выносливый и неприхотливый Гилаев прекрасно успевал по всем воинским предметам. Гилаев быстро завоевал репутацию отличного бойца и умелого командира. Скоро под его началом была уже рота. Эта восторженная ода посвящена тому, кто был известен тем, что лично отдавал приказы казнить попавших в плен российских солдат, сбрасывая тех перед объективом видеокамер в пропасть. Неравнодушна русскоязычная Википедия и к оппозиции. В статье, посвященной президентским выборам 2012 года, целый раздел «Стратегии поведения и голосования» рассказывает о том, как надо бойкотировать эти выборы, добиваясь снижения явки и признания их нелегитимными. В разделе о приписках голосов приводятся данные о том, что во время выборов в Санкт-Петербурге Владимиру Путину было приписано почти 18% голосов. Авторы статьи ловко оформляют это словом «гипотеза», однако нужный эффект достигается. Кроме того, в этой же статье одним из самых часто упоминаемых персонажей является Алексей Навальный, который, к слову, в этих выборах вообще не участвовал, но цитируется гораздо чаще, чем, например, занявший последнее место Миронов. Также русскоязычная Википедия не горит желанием освещать деятельность представителей патриотического лагеря. Статьи о партии «Великое Отечество», которую возглавляет непримиримый к врагам России Николай Стариков, удалялись с сайта дважды – в июне и в декабре 2013 года. Официальная причина – партия не обладает достаточной значимостью, чтобы присутствовать в Википедии. Тем не менее, на сайте можно легко найти материалы, посвященные совершенно маргинальным и микроскопическим партиям, вроде партии Возрождения России или монархической партии. Отдельная боль Википедии – Сочинская Олимпиада, борьба против которой стала для русскоязычного сегмента идеей фикс.
Даже небольшая статья, посвященная песне закрытия игр «Олимпийский вальс. До свидания, Сочи», была тут же удалена. Сначала админы придрались к тому, что был приведен полный текст вальса, хотя в Википедии десятки текстов песен от первой до последней строчки. Потом же, когда текст убрали и повода уничтожать статью не стало, разместили классический комментарий: «Сомневаюсь в значимости одноразовой песни». Не чурается Википедия и откровенной русофобии. Так, в феврале 2014 года на ее страницах появилась статья некоего мессира, гордящегося тем, что его прадед был шляхетского рода и сотрудничал с гитлеровцами. Материал был посвящен ватнику, персонажу комиксов про похождения русских патриотов. Ватник — вечно пьяный, матерящийся, подлый, мерзкий и отвратительный. Обычно Википедия о таком не пишет, но для ватника было сделано исключение. И на этом якобы политически нейтральном ресурсе до сих пор висит статья с характерным названием «Рашка. Квадратный ватник». Приведенный список свидетельств политической ангажированности и русофобии русскоязычного раздела Википедии далеко не полон, потому что новые примеры появляются чуть ли не ежедневно. Тем не менее, существуют способы борьбы с произволом администраторов русской Википедии, о которых они стараются умалчивать. В частности, на сайте ruxpert.ru в разделе «Википедия» есть инструкции по восстановлению удаленных статей, а также по комментированию и удалению политически ангажированных, лживых и провокационных материалов. Это значит, что каждый из нас уже сегодня может и должен стать солдатом в невидимой войне за правду, потому что отступать нам некуда.